Так, друзья, не допускайте ошибку, как я. Не снимайте номера. Один Калюня уже с этим столкнулся, а первый Калюня еще этого не знал. Так что смотрим видео в реальной хронологии. В общем, сначала первым делом в любом случае снимаем номера и везем с собой. Не знаю, пока пригодится это или нет, но я на всякий случай снял, потому что поедем сегодня в DMV не на доджике, так как на нем очень далеко ехать и не хочется тратить столько топлива, а на Volkswagen, пока уж он у нас есть. Все-таки потребление топлива в 2,5 раза меньше, чем у пикапа. Некоторые говорят, что передние номера в Калифорнии не обязательно. Не знаю, я на всякий случай буду с ними ездить. Сегодня по плану не только зарегистрировать, поставить на учет пикап Dodge, но и попробовать сдать экзамен, потому что права-то калифорнийские надо. В общем, на входе берем стандартно талончик, стоим в очереди, как стоим, сидим, ждем в комфортных условиях. Затем проходим проверку зрения прямо здесь же и идем за компьютеры в общем зале сдавать экзамен с возможностью сдать на русском языке. Теоретический экзамен. Калюня сдает с первого раза. Пам-пам, поздравляем. И получаю вот такую бумажечку, с которой я, в принципе, могу уже ездить на машине, но в сопровождении кого-нибудь, у кого есть права. В данном случае и так катаемся по российским правам. Значит, дальше берем новый талончик, теперь уже на регистрацию Доджа, так как теория сдана. Для регистрации нам нужен title и smoke check. Title — это что-то типа ПТС-ки в России, в котором указано, за какую цену купили, кто предыдущий владелец, и так как вот у меня в правом верхнем углу пусто, Vehicle History местечко, это называется Clean Title, то есть нету информации о ДТП. От цены, которая указана в тайтле, будет начисляться вам налог. Соответственно, если вы покупаете участника, есть возможность договориться о цене более низкой, чем на самом деле. То есть договориться о цене, которую вы впишете, чтобы с вас налог был меньше. Поэтому мы вписали 2000, а не 4, за сколько я его реально купил. И smoke check — это по сути что-то типа, я забыл, как это называется в России, но техническая проверка, транспортного средства, что с ним все хорошо. Вот с этими бумажками вы должны приехать, без самой машины, возможно, и ставить ее на учет. Вот такие пироги. У меня все это было, поэтому в идеале, если вам предыдущий владелец, продавец машины, smoke check тоже даст, потому что мне пока не хотелось разбираться, как его делать. И мне его дали, соответственно, вот все, я на easy приехал в DMV регистрировать его. Друзья, регистрация тачки, это оказалось очень просто. Сделали все буквально за 5-7 минут, реально 5-7 минут. Дольше ждали, 30-40, наверное, очереди. Классно, но лайфхак маленький. Вы можете в тайтле по договоренности с бывшим владельцем автомобиля указывать сумму поменьше, потому что у меня было 2000, купил ему в тайтле 2. И все равно налоги и все таксы вышли дорого. То есть я заплатил сейчас $360. Вы смело можете, как я считаю, написать, не $100, конечно, например, 500. Когда с владельцем уже заключили сделку, то есть деньги вы ему дали, но все же все понимают, все прекрасно понимают, что можно меньше указать эту стоимость в тайтле, ее нигде никто не зафиксирует. Я решил указать 2000, чтобы не совсем уж маленькие, и узнать, сколько будет налог. Вот и узнал, $360. Окей. Так, друзья, не допускайте ошибку, как я. Не снимайте номера, если у машины, по крайней мере, есть регистрация хотя бы до следующего месяца относительно того, в который вы ее регистрируете и когда покупали. Потому что я снял их, сейчас в DMV начал сдавать, мне сказали, no, оставляю у себя эти номера. Не до конца понимаю, как точно работает процедура, когда надо их снимать или когда нет, но вот у меня была регистрация до ноября, до конца, видимо, ноября. И мне дали просто новые наклейки, а новый тайтл, сказали, придет по почте. В этот же день не было свободных окон на вождение, поэтому я его и не сдавал. Сделал запись, appointment через неделю, Доброе утро, друзья. Сейчас мы пробуем сдать драйв-тест. Надо с собой взять в DMV страховку на машину, регистрационные документы и пермит после сдачи, который дают после сдачи теоретического экзамена.
долго не мог понять, куда идти. Они сказали second row. Я такой, what is second row? Она еще говорит что-то orange row, orange row. Я только сейчас узнал, что orange row — это перед DMV есть несколько парковочных мест вот с оранжевыми конусами. И second row — это второй конус. Но второй занят какой-то другой машиной. Я встал на третий, короче, DMV. Вот оно. А здесь находите парковку с такими знаками. DMV Drive Test Vehicle Inspection. И будут стоять конусы пронумерованные. Вот я стою около третьего. Полиночка там пытается спать. Так что пожелайте мне удачи. Сейчас будем стараться все сделать хорошо. Так, друзья, сегодня сдать не получилось, потому что нельзя ехать с трещиной на лобовом стекле. К сожалению, такой порядок. Я поговорил с двумя инструкторами, оба говорят, что, типа, я не могу поставить галочку при инспекции твоей тачки, при инспекции стекол, что мы можем ехать. Хотя я, конечно, считаю, что эта маленькая трещина не мешает обзорности. При том, что странная формулировка, очень расплывчатая на сайте. Я изучал требования к машине, и про стекло написано, что оно должно обеспечивать обзор тебе, водителю и инспектору. Оно обзорность обеспечивает, то есть это небольшая трещина не мешает обзору. Нельзя так нельзя. И сейчас решение этой сложности очень интересное. Видите эту машину? Это огромная Toyota Tundra у наших новых друзей. И сейчас мы заехали к ним, по рабочим делам, по Лининым. Они спросили, как у нас дела. Я сказал, что, меня не приняли на драйв-тест. Они такие: так вот, у нас есть свободная 3-я или 4-я машина, возьми и едь на ней и сдавать на права. Я не знаю, как прокомментировать. Я записался на завтра, сделал аппоинтмент на завтра в 2 часа дня. Поеду на этой гигантской тундре пытаться сдать. Это человеческая доброта в Калифорнии, в Америке просто не знает границ. Я не могу перестать ей удивляться. Я спросил инспектора, какие документы нужны для сдачи на машине друга. Он сказал: регистрация, страховка и твой пермит о сдаче теоретического экзамена. Завтра с этими документами я поеду пробовать. Собственно, страховка, кстати, это интересная тема. Кто-то говорит, что она здесь не столько на машину, сколько на твое имя. Автострахование, но на твое имя. Не знаю, посмотрим. Завтра я поеду со страховкой на свое имя, но и на Dodge, и со страховкой на Toyota Tundra, в которой меня нет. Посмотрим, с каким документом это прокатит и прокатит ли вообще. Ребята говорят, что прокатит, и там мне вроде как ничего конкретного не уточнили, с какой именно страховкой. Посмотрим. И, само собой, у машины должно все работать. Должно быть стекло лобовое, без трещин, должны работать все поворотники, все стоп-сигналы, все фары. Также он просит показать знаки рукой остановки поворота, соответственно, хоп. Потом просит показать тебя, знаешь ли ты, где дефрост лобового стекла, включить дворники, и вот все такое. После того, как все это подходит, он ставит галочку, что инспекция машины пройдена. Поехали в город. Привет! Вот и настал тот день X, когда мы едем сдавать, пытаться вождение на Toyota Tundra, о которой я вам вчера рассказывал. Это просто эпично. Это невероятно эпичная машина. Самое большое, в чем сидел, это Toyota Land Cruiser. Эта зверюга намного больше. Вот смотрите, Полина сидит с камерой. Я до нее вот только сейчас дотягиваюсь. Вот моя рука. Размеры просто впечатляют. Я думаю, экзаменатор, принимающий, который у меня сейчас будет принимать экзамен, будет тоже впечатлен. Наверное, не каждый день студенты приезжают на такой громадине. И я, конечно, искренне надеюсь, что с этим не будет проблем. В любом случае, друзья, сейчас попробуем сдать, другого варианта нет, пока у нас есть только эта машина. Спасибо Марине с Глебом. Будем пробовать, пожелайте мне удачи. Едем в DMV. Удачи! Здесь он говорит arm signal, то есть просит показать знаки рукой. Поворота налево, направо и остановки. В принципе и все.
экзаменатор садится ко мне в машину, и мы выдвигаемся в город. 15-20 минут примерно вам надо будет покататься. Даже не знаю, что тут еще прокомментировать. Основной вопрос, наверное, который у вас может возникнуть, это как сдавать без знания, без толкового знания английского языка. Ну, на самом деле все очень просто. Хотя я все равно считаю, что вы же приехали сюда и пошли сдавать экзамен хотя бы с маломальскими знаниями английского языка, потому что, ну, вы же в России не пошли бы сдавать экзамен в ГИБДД, приехав из какой-нибудь другой страны и абсолютно не зная русский язык. Аналогично, я считаю, что вы знаете хотя бы маломальский английский язык, и этого будет достаточно, потому что указания вам будут даны максимально простые. Turn туда-то, туда-то, лево, право. Где? Ну, то есть просто если, когда вы едете, надо куда-то перестроиться, он скажет change line, налево, направо. Повернуть тоже там turn left, turn right. Если на светофоре, на следующем, то есть вот вы едете, там где-то светофор, он скажет on the traffic light, turn left, например. То есть traffic light это светофор. На светофоре повернуть налево. Все очень просто. Припарковаться, проехаться задним ходом это реверс, так что все. Никакого ощущения, что вас кто-то хочет завалить, не будет. Просто спокойно расслабляемся, запасаемся терпением, уверенностью, набираемся сил и просто спокойно, внимательно, безопасно, уважительно по отношению к другим участникам движения берем, едем и сдаем экзамен. Кстати, если вам нужен пошаговый гайд, прямо чтобы мы вас за ручку провели, как все это происходит, как сдать на права в DMV, по крайней мере про Калифорнию, то по ссылке в описании под этим видео есть закрытое видео на Boosty, которое за небольшой донат в поддержку нашего канала вы можете посмотреть. По сути, мы вас там за ручку проведем от того, на какой сайт заходить, то есть какой сайт у DMV, официальный, государственный, как там создать аккаунт, как сделать appointment, что делать, когда вы пришли в DMV, куда, как, чего, как там все внутри DMV происходит, как экзамен сдается. В общем, все очень-очень подробно. На примере Полиночки я снял и сделал это достаточно длинное и подробное видео. Так что там, я не знаю, даже если вы не знаете английский язык, если вы только приехали, у вас куча проблем, вы на стрессе, на нервике, на волнениях, не знаете там как записаться на экзамен, не знаете, как ко всему этому подойти, вот это видео будет для вас. Просто все подробно, пошагово, степ-бай-степ, за ручку мы вас проведем. Ну а если нет, вот вы смотрите сейчас бесплатное видео, где в принципе все основные шаги я показал, как происходит эта сдача на права в Калифорнии, в Америке. Кстати, ребята, кто знает, как к верхней части кузова старого пикапа приделать дополнительные петли, к которым крепить можно крючки, напишите мне. Потому что пикап старый, здесь петли только по низу, внизу они расположены. И крепить груз, который торчит высоко, то есть там в несколько рядов, очень неудобно, потому что получается, что я натягиваю страпу по низу, и верхние доски могут скатиться, потому что по диагонали не всегда удобно его закреплять. И по низу здесь получается не совсем функционально. Так вот, если бы были петли, как у новых пикапов, поверху, я бы здесь протягивал дополнительные страпы, дополнительные крепления, а этих петель нет. И я не знаю, как их сюда приделать, потому что, ну, не сверлить же прямо кузов. Мне кажется, что должны к этим болтам, которые держат вот эту пластиковую обшивку, должны какие-то иметь возможность дополнительные петли крепить. Так вот, кто знает, пожалуйста, любым способом мне напишите. Я прямо задаюсь вопросом, как тут организовать систему креплений хорошую и функциональную. Это туалет в DMV бесплатный, а это лицо довольного человека, который сдал драйв-тест. Такую бумаженцию вам выдают в конце. Это экзаменационный лист, в котором указано, что вы делали и были ли ошибки. Забавная, конечно, схема сдачи на права в Америке. То, что ты можешь... Во-первых, ты должен приехать на своей машине, а нету вариантов на машине автошколы. Во-вторых, то, что ты можешь взять машину у друзей, на тебя нет ни страховки, ни регистрации, ничего, я в нее никуда не вписан. Приехать, сдавать и сдать. По итогу экзамена вам выдают бумажные права. Temporary Driver License, что в переводе означает временные. По ним вы можете ездить полгода, и рассчитано так, что за полгода вам дадут пластик. Если вы боитесь, что затянется, или у вас уже затянулось,
Опять же, мой совет, как получить это быстрее. Но опять же, как быстрее? Быстрее это субъективно. Я получил за 2 месяца. Так вот, как это сделать? По ссылке в описании в видосе на Boosty. Там я расскажу, куда звонить, что говорить, как выбивать права. По сути, надо выбивать их, да, потому что они отложат их, грубо говоря, в большую стопку, в очередь, и вы можете ждать проверки полгода, а у кого-то и больше, и сидеть без пластиковых прав. Ну, вот, мы, короче, получили за 2 месяца. В видосе на примере Поли я рассказываю, как мы получили их за 2 месяца, что говорили. Тебе пришли права! Тебе! Ну, я, конечно, не знаю, я надеюсь, что это права, потому что больше из DMV ничего не должно приходить спустя 2 месяца ожидания. Я замажу как-нибудь там все, что не... Все, друзья, я думаю, тут вся тема исчерпана, все показал, все рассказал. Спасибо большое, что смотрели этот видос. Дальше будет еще много всего интересного. Ох, сколько всего происходит, ох, сколько всего наснято. Спасибо, что терпите. Я прекрасно понимаю, что медленно выпускаю видосы, но все делаю сам. Не отдаю никому монтаж на сторону. Делать стараюсь красиво, подробно, с полезной информацией. Не просто там шурум-бурум, что-то поверхностно. Работаем, поэтому времени на создание видосов остается мало. По сути, на монтаж, потому что снято уже много. Ой, короче, опять заболтался. В общем, друзья, спасибо, что смотрите, спасибо, что терпите, спасибо, что с нетерпением ждете новых видосов и остаетесь верны моему каналу. С вами Коля Поля. Всем пока! Кстати, петличка работает, все хорошо.